Всем салем! Казахский язык переходит на латиницу. И эта тема становится все более и более актуальной в Казахстане. И именно поэтому сегодня мы поговорим об истории казахской письменности. Хотите посмотреть? Поехали! Впервые письменность появилась на территории Казахстана примерно в VI веке нашей эры. И это было древнетюркское письмо. Им пользовались в эпоху тюркского каганата, а затем после его распада во время западно-тюркского каганата. В период ослабления и исчезновения каганатов Средняя Азия находилась в зоне влияния Китайской империи Тан. Но уже в VIII веке в этом регионе появились арабы, которые успешно завоевали эти территории. Важным событием того времени стала в 751 году битва на реке Талас, в которой арабы разгромили китайские войска. Так в истории Казахстана происходит переломный момент. Местное население принимает ислам. И вместо тюркских рун кочевники начинают использовать арабское письмо. Активное распространение арабской письменности началось еще в X веке. Ну вы просто представьте, вы только представьте, на территории Казахстана люди использовали арабские иероглифы на протяжении более чем 1000 лет. Арабское письмо активно использовалось в этом регионе с X века по 1929 год. Это было во время Караханитского и Каракитайского ханств. Это было и во время Монгольской империи, и в период существования Казахского ханства, и даже в колониальные годы, когда современный Казахстан входил в состав Российской империи. 1000 лет арабским письмом пользовались наши потомки. Октябрьская революция в 1917 году. Царский режим в России пал. Весь мир меняется на глазах, особенно после Первой мировой войны. Появляются новые страны, например, Турция, которая как правопреемница Османской империи решается отказаться от арабской графики в пользу латиницы. То же самое хотят сделать и другие тюркоязычные республики, в частности республики СССР. Это Азербайджан, страны Средней Азии, а также некоторые республики РСФСР. Они хотят сблизиться тем самым с Западом, то есть быть ближе к Западу. Ну и, естественно, оторваться от влияния арабского мира, который был на тот момент все еще очень и очень сильно. В 1926 году в Баку состоялся первый тюркологический съезд, на котором было решено перейти на латиницу всем республикам СССР с мусульманским и тюркоязычным населением. С 1929 года казахи стали официально использовать латиницу, и это длилось вплоть до 1940 года. Давайте уточним, почему малым республикам СССР разрешили переходить на латиницу? Во-первых, как бы это ни парадоксально звучало, но 20-е годы в СССР характеризовались достаточно большой свободой. Люди имели право выражать свое мнение и даже критиковать. Это было до укрепления власти Сталина. Во-вторых, лидеры большевиков хотели перевести даже русский язык на латиницу, но считали, что с этим надо просто повременить. Поэтому и было разрешено тюркским народам использовать латиницу. Однако с укреплением сталинского режима и из-за осложнения отношений с Турцией с 1940 года латиница в СССР отменена, и все языки народов Средней Азии и Азербайджана переведены на кириллицу. Вот многие часто задаются вопросом, почему грузинские и армянские языки не были на тот момент переведены официально на кириллицу? Почему? Да потому что ни грузинские, ни армянские народы на тот момент не имели каких-либо тесных культурных или языковых связей с государствами, которые находились вне СССР. А Казахстан имел. Казахстан и другие среднеазиатские республики имели связь с Турцией. Это была культурная связь, религиозная связь, языковая связь. Много общностей было у этих народов.
А что представляла собой Турция на тот момент? Капиталистическое государство, а стало быть враждебное, идеологически чуждое. Вот Сталин и хотел, чтобы среднеазиатские республики отказались от латиницы и перешли на кириллицу, тем самым оборвали связь с Турцией, дабы избежать тлетворного влияния со стороны капиталистического мира. Так и произошло. Казахстан, все среднеазиатские республики, Азербайджан, а также Татарстан и другие республики, они отказались от латиницы в пользу кириллицы. С 1940 по 2017 годы казахский язык официально использовался на кириллице, хотя казахи Китая, Афганистана, Ирана, Турции и других стран до сих пор используют арабскую графику. Тысячи книг и учебников были опубликованы за это время на кириллице. Целые поколения выросли на этом письме. Но грядет новое время. С 2017 года президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым озвучено решение о возвращении казахского языка к использованию латиницы. Надеюсь, вам понравилось мое видео. И если да, то подписывайтесь на мой канал.